портреты. Уходят люди, не вернуть. А теми, кто ушел согреты, все те, кто начинает путь. Лепите их, живое время, пред вами в образе живом. Вениамин Смирнов. Жителям Сыктывкара скульптор Анатолий Неверов больше известен как автор проекта памятника часовни покаяния, посвященного жертвам политических репрессий, и как создатель памятника участникам афганской войны и локальных конфликтов «Скорбящий воин». В Национальной галерее Республики Коми при огромном стечении людей состоялось открытие персональной выставки Анатолия Иосифовича под названием «Синтез, гармония, страсть», где он предстал еще как талантливый живописец и график. Мы, сыктывкарцы, благодарны вам, Анатолий Иосифович, вдвойне, потому что благодаря вашему таланту так много замечательных уголков оформлено в нашем городе. Удивительный, замечательный человек, да? Поэтому, ну что, с праздником Спасибо. вас, с вашим праздником. Я просто хотел бы выразить свое восхищение тем даром, который есть у Анатолия Иосифовича. И вот то, что пришел сюда, я думаю, что это говорит в подтверждение того, что я действительно отношусь не просто как глава республики, а просто как человек с глубоким уважением к Анатолию Иосифовичу. Не из-за того, что он останется уже на века родоначальником символики Республики Коми, просто я еще раз говорю, как к человеку очень талантливому, очень чуткому, очень хорошему, хорошо знающему людей и хорошо отображающими этих людей в своих произведениях. Спасибо, хочется сказать всем вам, друзья, коллегам, почитателям, талантам или поклонникам, как, не знаю, но руководству главное, спасибо вам лично, Владимир Александрович, что нашли время в напряженной своей работе. Очень тронут я, конечно, очень взволнован. Ведь даю вам ретроспективная эта выставка за 30 лет показываю. Это всегда ответственно. Я и там и молодой, совсем ранний, 70-е годы после училища, в 70-м как закончил. И вот до последних проектов. С этим знаменательным событием Анатолия Неверова пришли поздравить друзья, коллеги, ученики и почитатели таланта мастера. Светлана Андреевна, что бы вы могли сказать о творчестве Анатолия Неверова? Ну, самое главное, это то, что мастер, художник, скульптор состоялся. Пожалуй, это главное. Он получил прекрасную школу в Академии художеств, в Институте живописи, скульптуры, архитектуры имени Репина. Но даже, вы понимаете, не столько это, сколько то, что он и скульптор, он великолепный рисовальщик, он живописец, он педагог. И в целом вот как раз это те грани, которые говорят о большом состоявшемся мастере. Он очень тонко чувствует человека, очень тонко чувствует переживания, очень улавливает глубину эмоций человека, и все это ему удается передать в его работах. Мне кажется, что люди понимают его работы, они не могут не нравиться его работы. Я бы сказала, что он очень современен, потому что его волнуют все те темы, те проблемы, которые волнуют и общество. Я чувствую его любовь, конечно, к Ленинграду. Вот «Летний сад» — это замечательная работа, просто которая очень радует, написана очень живо, очень интересно и с любовью, конечно, к городу. С ним мы знакомы около, даже более 20 лет. Это был 79-й год. Сыктывкар готовился к зональной выставке «Север-5». Это довольно приличная зональная выставка, которая собирала художников всего Севера. Анатолий тогда обратился ко мне с просьбой помочь над портретом Самойлова, вот, герой гражданской войны, который у нас тут в экспозиции находится. Творчество Неверова, оно довольно разнообразно, неоднородное, неоднозначное. Но в целом это очень крупный скульптор, очень большой мастер.
выдающийся рисовальщик. Это один, может быть, из лучших рисовальщиков нашего времени. Не только в Сыктывкаре, но и за пределами. Вот, и в России. Анатолия я очень давно знаю. И по совместной творческой работе вот с ним очень много, как говорится, страдали на творческой ниве. При совместной работе, когда мы создавали «Афганца», вот, много вечеров с ним искали именно образ солдата. Вот, в основном, конечно, это его заслуга. А мое предназначение, как говорится, для оформления, архитектурного оформления подходов к этому памятнику. Валентина Александровна, как бы вы могли оценить вклад Анатолия Иосифовича в историю и культуру Республики Коми? Большой художник, большая любовь к жизни, к человеку, к природе. А что, если говорить о скульптуре, то, конечно, это замечательно. Особенно вот скульптура афганца. Так и кажется, что ему так тяжело, он так устал от выполнения этих всех жизненных обязанностей, которые вовлекли его в эту войну, в такую трудную. Так и хочется подойти и сказать ему: тебе тяжело, друг, тяжело, но ты за нас, спасибо тебе, останься жив, ради Бога, останься жив. Так хочется ему сказать. Ну, мне сегодня хочется пожелать Анатолию Иосифовичу новых больших успехов, новых свершений. Ему сказали: мук радостного творчества, он согласился с этим, что это так и есть. Действительно, надо ему пожелать этого. Ирина, что бы вы могли сказать о творчестве вашего преподавателя Анатолия Иосифовича Неверова? Честно говоря, с творчеством Анатолия Иосифовича я была практически вообще не знакома до того, как я поступила в гимназию. Поступив в гимназию, я просто была поражена и количеством его работ, его мастерством и умением его преподнести цвет и краски зрителям так, чтобы звучала музыка в душе. Когда я смотрю на его работы, меня поражает вот именно его экспрессионистская манера письма и его цвета, которые он применяет, они очень насыщают как бы колорит и поддерживают дыхание вот такое. Картина как бы живет сама по себе. Это, в общем-то, редкий случай, когда маститый художник, увенчанный лаврами, всяческими признанием, начинает с нуля работать с детьми. Это редко у кого хочется этим заниматься, редко у кого это получается. У Анатолия Иосифовича получилось. Он так любит своих учеников. У него в этом году первый выпуск. Я думаю, что все его дети будут получать профессиональное художественное образование. Есть такая надежда. И многие из них еще заявят о себе как художники в будущем. Юрий Алексеевич, как вы можете оценить эту выставку Анатолия Неверова? Портреты очень хорошие, особенно женские. Ну, я бы сказал, в женских портретах он не пошел на вот это вот где-то дешевое такое вот воспроизводство чисто красоты женщины. Вот, красивости, вернее, ее. А у него она сама красота проявляется, но женщина на его картинах, я как мужчина говорю, что женщина на его картинах человек. Понимаете, умная или вдумчивая, или печальная. Ну, вот посмотрите, каждый портрет на глаза женщины. Как вы оцениваете ваш портрет, сделанный Анатолием Неверовым? Как это? Пусть все судят, но я себя узнал. Себя узнал. А ваше душевное состояние передал художник? Ну, в принципе, да. Потому что эти все сказки про жесткость, жестокость и так далее, это все сказки. Где-то что-то он поймал. А как бы мы могли оценить исторический вклад Анатолия Неверова в историю, культуру Республики Коми? Вы понимаете, это определит сама история. Но я думаю, что это уже в историю вошло. По словам организаторов этой экспозиции, чтобы разместить все работы и эскизы Анатолия Неверова, нужно было бы использовать не 2, а гораздо большее количество залов галереи.
этот зал, где в основном выставлены живописные работы. Я говорю о живописи, даже и акварель. Это легкий зал, воздушный. Здесь художник, можно сказать, судя по названию выставки, «Синтез, гармония, страсть». Он отдыхает своей душой, отдыхает вот тем вот миром, закрытым от основного зрителя, что мы называем вдохновением, наверное. Второй зал, я уже говорю, наверное, об идее выставки, о концепции, может быть, даже. Второй зал, он посвящен непосредственно той публичной части его творчества, это скульптуре монументальной. Выставка Анатолия Иосифовича Неверова – мой дебют в качестве директора и одного из организаторов этой выставки. И я вообще счастлив, что мне удалось быть сопричастным к этому большому в жизни, в культурной жизни республики событию. Вообще, работа Неверова – вещь настолько необъятная, настолько волнующая и настолько тонкая, что, в общем-то, неудивительно, что посмотреть и попереживать сегодня вместе с ним пришло столько народу. Мне как-то пришлось слышать мнение одного из моих знакомых ребят-афганцев по поводу памятника ребятам, погибшим при исполнении интернационального долга. Вот он как-то долго смотрел на этот памятник и сказал: ты знаешь, чем завораживает вот эта работа Неверова? Тем, что матери, подходящие к этому памятнику, узнают в нем черты своих сыновей, не вернувшихся с тех неблагодарных войн, афганской, чеченской. И в этом, наверное, суть творческого процесса Анатолия Иосифовича. Быть понимаемым, быть пронзительно щемящим в своей правдивости, в своей остроте, в чувстве сопереживания. И вот это, наверное, роднит его с людьми, это, наверное, дает ему в хорошем смысле популярность. И, наверное, все те, кто сегодня здесь был, они как-то соприкоснулись еще раз с его творчеством и по-хорошему счастливы. Поэтому я себя ощущаю сегодня просто в определенной степени счастливым человеком. Вот на этой выставке мне особенно хочется сказать вот такую фразу. В наше сегодняшнее время перемен, вот это десятилетие, конечно, многие люди как бы потерялись, особенно творческие люди. А вот об Анатолии Иосифовиче Неверове этого не скажешь. Он, пожалуй, в это время перемен, во время ветра, не строил как бы защиту от ветра, а строил ветряные мельницы. И вот это ему сегодня помогает жить. Утихли овации и музыка, и Анатолий Неверов поведал нам о муках и радости творчества. Эта кухня, таинство создания, ну не то что таинство, но его даже не разложить по составляющим, мне сложно сказать. И это не секрет, это какой-то вот момент, когда-то быстрое озарение, какой-то образ быстрый, когда-то в муках, вот эти муки, они муки радости. Анатолий Неверов – автор герба Республики Коми, за основу которого был взят пермский звериный стиль. Долго ведь делал разные варианты были, и у других художников очень много участвовал тоже. И это много лет было. И вот я говорю, что вот здесь я работал, не знаю, просто как-то сам увлекся и отступить уже не мог. Хотя потом думаю, ну зачем я это ввязался в эту систему геральдических знаков. И потом как-то осенило, озарило вот это, буквально от этого фрагмента одного детали, который я видел, и все пошло, и все разом стало. А вот когда нашелся образ сокола, и получилось так, что Вараш, пост, соколиное гнездо, вообще, и Вараш как таковой, образ птицы, республика, которую не медведи, там, они не могут в тундру, там медведи пойти еще, простор республики передать только может птица. В своем творчестве Неверов не раз обращался к изображению великих людей. Он создал яркие образы Шаляпина, Пушкина, Ломоносова. Читал о них много, о Пушкине, конечно, Ломоносове.
в историческом контексте, в научных, значит, поэзию Ломоносова, оды там как интереснейшие. Пушкин, сами понимаете, как образ, который всю жизнь он с нами, он рождается, у каждого свое представление. И я просто своим долгом, как-то долгом и честь, и профессиональным долгом посчитал 200-летию рождения Пушкина создать его портрет, образ самого, как он у меня родится. И вот поэтому он получился такой в этой пелерине осеннего настроения, с порывом ветра, с природой вокруг. Скульптура, она должна захватывать и пространство вокруг, чтобы это задачи такие ставятся. И чисто пластический, чисто образ. У меня есть посмертная маска Пушкина хорошая. Конечно, ей пользуюсь чисто как чертами пластическими, так, документальные. А образ-то, одухотворенность, это задача наполнить каким-то душой-то, душу-то, собственно, ложить. Конечно, много иконографического материала смотрится, документальных фотографий, работы художников. Это было вложено у меня, значит, и Кипренского, там работы, да, все фотографии, все Тропининские, да, все это собирательный образ для меня тоже, но у каждого какое-то свое представление Пушкина. Вот это свое у меня получилось, насколько особо, конечно, не соберешь это все понемногу. А Ломоносов, это я делал параллельно шел конкурс на проект памятника напротив Медного всадника, около университета, на университетской набережной в Питере. И у нас была тема как раз на 3-м курсе в Академии художеств. Тема памятник, конкретно место Питера. Мы все задания решали конкретно. И поэтому я как-то просто не мог, не ради конкурса. Когда мы студенты, мы даже не покушались на те места, ни в конкурсы не пытались войти. И поэтому это тоже было интересно. Я смотрел в Русском музее портреты. Шубин же земляк, величайший наш скульптор. Шубин тоже создавал Ломоносова образ. В принципе, уже после смерти, по памяти. У него, так сказать, документально с ним общался, видел. И мне захотелось Ломоносова на своих плечах, поднявшего науку российскую. И без плечик просто я его не представлял, поэтому это фрагмент памятника. А в каталоге он есть во весь рост, так же, как Шаляпина. Был объявлен конкурс, я просто включал его музыку, пластинки, слушал, и хотелось восстановить, сделать свой образ, свое представление максимально какой-то с широтой его души, поэтому такой, видите, раскрытый в образе, в этой мефистофельском плаще, окутанный. Анатолий Неверов – автор памятника и нашему знаменитому земляку, народному учителю Александру Католикову. Я считаю, что нет проблем воспитания именно в том, что у нас разный возраст детей, потому что это большая семья. На чем держится наш большой дом? Наверное, на основах хорошей семьи, в которой есть, так прямо сказать, и отец, и мать для ребенка, и все остальное. На основах хорошей семьи мы и стараемся, чтобы у нас все-таки в основу всего нашего воспитания было положено семейное воспитание, хотя наши дети, говорят, остались без родителей. Мы стараемся, чтобы наши учителя, воспитатели стали для них отцами и матерями. А какого скульптора вы бы могли назвать своим главным учителем? Наши профессора Академии художеств. Это Михаил Константинович Никушин, наш зав. Кафедры скульптуры. Вениамин Борисович Пинчук, все они академики. Микеланджело, да, это мой идол. А вы еще говорите, Шубин чистая гордость, как земляка, конечно, нет такого у меня совсем преклонения, чисто земляк, интересно того времени. И, конечно, хотелось бы сказать и о наших скульпторах, современниках. Вениамин Смирнов, Вениамин Иванович Смирнов, это мой друг, который тоже уже из жизни ушел, воркутинец. Кстати, тоже нашу Академию художеств закончил, правда, раньше меня намного, в начале 60-х еще закончил, в 62-м году. Старше он меня лет на 10 с лишним был. Но это друг именно, который дал мне очень много тоже. И по духу, и даже по мастерству. Просто я на его работах учился. Кто-то меня понимал, кто-то нет. Я думаю, что художник не должен бояться, что его не поймут.
Если он уверен, что он говорит людям искренно правду свою, я думаю, что это временные трудности, так сказать, их не нужно бояться. Скульптор Вениамин Смирнов, которого Неверов считает одним из своих учителей, не был широко известен при жизни. Анатолию Иосифовичу повезло больше. Он признан, и современники знают его благодаря памятнику участникам афганской войны и локальных конфликтов. Ребята, афганцы сами, они на меня вышли, предложили эскиз, когда вот были конкурсы. У меня вот был вот примерно вот такой вот летящий, да, вырванный из жизни с взрывной волной. Вот в начале так. Им как-то они хотели, чтобы было другое. И они мне принесли фотографию групповую. Там много фигур, солдаты отдыхают. И вот одна из них примерно такая была фотография, там маленькая фигурка. И я сразу увидел, что вот это, значит, получается на документальной основе с помощью самих ребят афганцев. И вот, естественно, когда я уже сделал эскизы, они прониклись и приняли как идею. Ну, видите, не бывает без помощи людей. Я с помощью вот самих непосредственно участников, которые поняли. И мне только осталось развить. Он сидел на каске, то есть потому что на каске фотография как бы на скульптуре. И я стал камни, горы, и вот образ стал рождаться, напряжение какое-то там другое пошло. И вот он рождался буквально, даже не в муках до этого рождались, а этот памятник как-то сразу. Куда пошел снимать свой балахон? Откинься в кресле, молча посидим и вспомним обо всем, о нашем прожитом, о том, как было трудно нам в пути. Камин подкину дров, чтоб жгло лицо, чтоб вспомнить нам с тобой года Чечни. И молча разольем, и свято поменем того, кому не удалось прийти. А снег тает на лице, и споря со слезами, переходя на губы, он соленым станет. Чеченские окопы, пыль, жара, и в ночь на сопках падали снайпера. Как уходили в бой и с матами вперед, мы убегали в рукопашный ад. Как ночью спал под песню АГС, и град ему немножко подпевал. Под этот вот мотив на пачке сигарет я как-то эту песню написал. А снег тает на лице, и споря со слезами, переходя на губы, он соленым станет. Снег тает на лице, и споря со слезами, переходя на губы, он соленым станет. Глаза родных никак мне не забыть, пою они всегда в большой цене. Как будто я приду и крепко обниму того, кого так сильно я люблю. Куда пошел снимать свой балахон? Откинься в кресле, молча посидим и вспомним обо всем, о нашем прожитом, о том, как было трудно нам в пути. А снег тает на лице, и споря со слезами, переходя на губы, он соленым станет. А снег тает на лице, и споря со слезами, переходя на губы, он соленым станет.